Хочу сделать заказ. Это мистер Келли? Да. Спасибо, что позвонили. Проверим ваш идентификационный номер. 61020499998 4554-610? Да. Спасибо, мистер Келли. Вы живете по адресу Монтроуз-Корт, 736, вы дома? Я уезжаю с работы, но... Можем доставить вам пиццу в ваш офис на Линкольн-авеню 175, хорошо? Нет, я еду домой. Откуда вы все это знаете? Нас подключили к системе. Ладно. Хочу заказать пиццу с двойной мясной начинкой. С вас дополнительно $20. О чем вы? Система показывает, что у вас гипертония и повышенный холестерин. По соглашению с вашей страховой компанией мы можем продать вам пиццу с двойной мясной начинкой, если вы подпишете документ, что берете ответственность на себя. Что? Но у нас есть наценка за обработку документов. С вас ровно $67. $67? Это включает доставку $15. Она покроет страховку водителя, так как он поедет через оранжевую зону. Я живу в оранжевой зоне? Теперь живете. Вчера на Монтроуз было еще одно ограбление. Вы можете сэкономить $47, если закажете бутерброд с ростками фасоли. К нему прилагаются палочки из тофу, вкусно и недорого. Но я хочу пиццу. Тогда вы должны заплатить $67. Вы только что купили билет на Гавайи, а он не дешевый. Но я вижу, вы взяли в библиотеке книжку «Как дешевле провести отпуск». Решайте, сэр. Ладно. Я возьму бутерброд с фасолью. Хороший выбор, сэр. Надо сбросить вес перед пляжем. У вас талия 100 сантиметров? Бутерброд с бобами вам просто необходим. Сколько? Между нами в журнале «Фитнес для мужчин» есть купон на скидку на $3. Ваша жена Бетти подписана на этот журнал. Предоставьте купон, и с вас $19,99. Похоже, вы превысили лимит по всем вашим кредитным картам. Подготовьте наличные. Неужели нам настолько наплевать на наши права, что большие корпорации и правительства могут делать с нами, что захотят?